Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 73 рубля 85 копеек, евро остановился на отметке 83 рубля 36 копеек. Покупают сегодня американскую и европейскую валюту по лучшей цене Совкомбанк: доллар за 73,28, евро за 83,17. Самый выгодный курс продажи доллара и евро сегодня у Азиатско-Тихоокеанского банка: доллар за 73,87, а евро за 83,69. Владимир Путин выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные исследования. На встрече Путина с участниками Конгресса молодых ученых один из научных деятелей отметил, что на первоначальном этапе мегагрант составлял порядка 5 миллионов долларов. Сейчас он около 1 миллиона долларов, а со следующего года может еще сократиться. Президент напомнил, программа мегагрантов работает хорошо, привлечено большое количество исследователей и ученых, лауреатов различных премий, в том числе Нобелевской премии. Глава государства обратил особое внимание, что в числе получателей мегагрантов не только российские ученые, но и ученые из США и Европы. Причем работали они на всей территории Российской Федерации в 36 субъектах. От Дальнего Востока, включая Якутию, до Москвы, Петербурга, Томска, Новосибирска, подчеркнул президент. В Якутии из аварийного жилья намерены переселить около 6 тысяч человек. В декабре этого года планируется ввести в эксплуатацию 45 многоквартирных домов. В республике продолжается реализация в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» мероприятий программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. По количеству вводимых объектов в числе лидеров Алданский, Вилюйский, Мегино-Кангаласский и Чурапчинские районы. Программа переселения реализуется и в арктических районах. Так, в селе Желенда Альнёкского района построен 6-квартирный дом, в Анабарском районе в селе Хариалах 16-квартирный дом, в селе Соскылах 2 двухэтажных дома общей площадью около 2000 квадратных метров. 2 миллиарда 800 миллионов рублей из федерального бюджета направят на строительство газопровода Кызылсыр в Якутии. Вступил в силу федеральный закон о федеральном бюджете на следующий год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В республиканском бюджете на строительство третьей нитки магистрального газопровода предусмотрено более 1 миллиарда 300 миллионов рублей и более 1 миллиарда 200 миллионов по инвестиционной программе компании «Саха-Транснефтегаз». Общая стоимость – 5,5 миллиардов рублей. Третья нитка протяженностью 84 километра обеспечит бесперебойную доставку газа населению и предприятиям центральных и заречных районов республики. Компактная застройка под индивидуальное жилищное строительство на 50 домов начата в квартале Мымах села Партизан Намского района. Там будут проживать работники агрокластера и многодетные семьи. В этом году на строительство предусмотрено 45 миллионов рублей, на следующий год более 40 миллионов рублей и на 2023 год около 60 миллионов. На данный момент начато строительство автомобильной дороги протяженностью около 2 километров, сетей газоснабжения и электроснабжения. Застройка жилого квартала завершится в 2023 году. В настоящее время из 50 домов построены 4. Отмечу, что комплексная застройка сельских территорий является одной из приоритетных задач указа главы Якутии Айсена Николаева о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. Началось подведение итогов года науки и технологий. Накануне в Сочи стартовал Конгресс молодых ученых, причем в очном формате. В его рамках и будут озвучены те прорывы, которые удалось сделать за последние 12 месяцев образования и исследовательской деятельности. В масштабном мероприятии принимают участие представители из всех регионов страны. На форум приехала и якутская делегация. А на месте событий работает наш корреспондент Максим Кардозу.
Конгресс молодых ученых – главное событие уходящего года науки и технологий. И в Сочи приехали 3000 участников со всей России. Это исследователи, преподаватели, студенты, бизнесмены, также представители власти. И форум – это та площадка, где можно выстраивать диалоги напрямую, минуя посредников. А мы не только слушаем и видим видных, так скажем, деятелей науки, но и общаемся с ними, задаем вопросы. У нас есть возможность задавать вопросы и выстраивать личные контакты, что также является важным в научной сфере. Организаторы Конгресса приготовили для участников 90 различных площадок для дискуссий, круглых столов, лекций и семинаров, где обсуждаются новые технологии, возможности искусственного интеллекта, стартапы, борьба с пандемией и другие актуальные темы. Сейчас ключевая проблема науки заключается в том, что результаты научных исследований наших ученых, они не внедряются в жизнь и не коммерциализируются. Ключевой целью научно-образовательных центров «Север» является то, что наука, образование и бизнес, они должны кооперироваться и решать актуальные вопросы регионов, а также и макрорегионов в целом. Параллельно с Конгрессом открылась и выставка «Вузпром-Экспо», и это настоящий центр притяжения. Здесь много чего интересного, представлены уникальные разработки, настоящее будущее. И я вот вижу некий экзоскелет. Здравствуйте. Добрый день. А можете рассказать, что это за разработка ваша? Да, это промышленные экзоскелеты модульного типа, то есть это средства индивидуальной защиты для разгрузки рабочего, выполняющего тяжелый физический труд. То есть это логистические задачи, перенос коробок, либо конвейерные работы. Также на Конгрессе подводят итоги года науки и технологий. И эксперты уверены, что одним из важнейших достижений российских ученых можно считать создание действенной вакцины от коронавируса. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Сочи. В рамках празднования минувшего Всемирного дня волонтеров прошло торжественное награждение 16 лучших добровольцев республики. Так, на сегодняшний день в Якутии насчитывается более 2500 волонтеров и 4 волонтерских направления, движущихся под эгидой ресурсного центра добровольчества. Подробнее нам расскажет Саргалана Неустроева, она с нами на прямой связи. Кристина, приветствую. Мы сейчас находимся в ресурсном центре добровольчества, где буквально пару минут назад закончилось торжественное награждение лучших добровольцев республики. Благодарственные письма президента Российской Федерации и главы республики Айсена Николаева добровольцам, волонтерам вручала заместитель председателя правительства Ольга Валерьевна Балабкина. И вот что она рассказала нам о ценности действия добровольцев. Я считаю, что опыт вообще работы волонтерского движения в Республике Саха-Якутия является одним из положительных и позитивных в целом на территории Российской Федерации. Да? Мы в целом, живущие здесь в условиях Севера, понимаем, что нам очень важно всем вместе быть людьми достаточно милосердными и помогать другим. В связи с этим волонтерское движение имеет соответствующий отклик. В этом году ему 10 лет, уже входит достаточно серьезно в волонтерские движения и признается волонтерскими движениями Российской Федерации. И сегодня нужно сказать, что то, что делают в сложных ситуациях волонтеры, оно, безусловно, и оценивается, в том числе и государством, и оценивается с точки зрения вот такого вот позитивного тренда молодежной политики. Для меня очень важно, чтобы волонтерам было быть модно, современно, и, соответственно, это было таким вот определенного рода новым направлением вообще в жизни молодых людей. И поэтому сегодня я еще раз хочу поблагодарить тех, кто получил, в том числе всех, кто участвовал в волонтерской деятельности в условиях пандемии, ну и кто получил высокие награды президента страны. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев достаточно большое значение передавал и передает сейчас развитию волонтерского движения. Есть гранты как президента страны, так и главы Республики Саха-Якутия, которые позволяют вот в этом вот общественном пространстве работать. Поэтому я воспользуюсь сейчас такой возможностью и сказать о том, что те, кто желает помочь кому-либо, приходите в это прекрасное общественное пространство и просто будьте волонтерами. А мы продолжаем вам рассказывать о каждом волонтерском движении. И сегодня мы подробнее расскажем о волонтерах Победы. На сегодняшний день по республике их насчитывается более 1000.
Ежегодно они организуют такие акции, как «Поем двором», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка». Кроме того, силами добровольцев Победы организуется и адресная помощь не только ветеранам, но и пожилым людям, которым необходимы медикаменты и продовольствие. Каждому ветерану ВОВ Великой Отечественной войны прикреплен свой волонтер Победы, который курирует этого ветерана, помогает и в случае необходимости проводит какие-то акции, также и программы поддержки. Ну а подробнее об остальных акциях, о деятельности волонтеров Победы нам расскажет один из них, Джулусхан Павлов. Джулусхан, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сегодня вы начали новую акцию, да, какую-то. Расскажите о ней поподробнее. Вот сегодня по всей России празднуется День Героя России, да, и, соответственно, этим сегодня волонтер Победы совместно с Молодой гвардией Единой России выходим на адресное поздравление наших ветеранов, где будут подарены памятные подарки, а также вот недавно прошел акция «Письмо ветерану», и мы собрали все письма и раздадим нашим ветеранам, где ребята написали свои пожелания, благодарность нашим ветеранам Великой Отечественной. Ну, вообще, в чем смысл вашей деятельности? На ваш взгляд, кто такой волонтер Победы? Волонтеры Победы — это те ребята, да, которые именно мы занимаемся тем, что увековечивание памяти Великой Отечественной войны, так как многое теряется. И, к сожалению, ветеранов с каждым временем становится все меньше и меньше. И как больше мы стараемся им дать то время и уделять те внимания, которым им не хватает. А также мы им помогаем в различных нуждах. Ну, вы сами прикреплены к какому-нибудь ветерану? Можете рассказать об этом? Я сам являюсь волонтером, да, но, к сожалению, у меня нет ветерана. Я работаю в колл-центре, помогаю в колл-центре, где, когда вот ребята, которые прикреплены, они звонят мне, оставляют заявку, и по этой заявке мы отправляем волонтеров, ветеранов, которым нужна помощь. Доставки продуктов, лекарства или же может убраться дома или того подобного. Ну вот до начала прямого эфира вы довольно-таки много, да, звонков уже обработали. Сколько ежедневно вы принимаете заявок? Ну, не считая ветеранов тоже, да, по всему городу в среднем в день от 5 до 7 заявок каждый день поступают. Но и бывают такие дни, когда уже выше 10 заявок тоже бывает. И нам отрадно то, что нашей деятельности помогает автобаза Республики Саха-Якутия, что предоставляет нам автотранспорт для транспортировки транспортировки лекарства, да, и продуктов первой необходимости для наших ветеранов и пожилых граждан. А вообще, насколько вот эта вот помощь ветеранам необходима? Как вы можете оценить сегодняшнюю ситуацию с ветеранами, с пожилыми людьми? На данный момент вот по всему городу, да, уже вот с ветераном мы все понимаем то, что они уже у нас пожилые люди, да, и им не хватает внимания. И данное внимание мы со всей страстью, да, хотим дать им. Но, к сожалению, из-за пандемии нам запрещается заходить к ним в дома, да, поэтому мы часто звоним им, общаемся, спрашиваем, как дела, что им надо, что им устраивает, да. Так как вот в данный момент у некоторых ветеранов нет близких, и они живут одни. И часто мы к ним ходим. Ну, ходили, да, до пандемии, но сейчас мы с ними держим узкую связь, и они вот, грубо говоря, нас всех знают по именам. А сколько их всего осталось в якутских? Я могу сказать то, что по всей республике осталось 35, к сожалению. В мае месяце их было свыше 50, а вот уже... Ну, то есть 20 уже... Да, к сожалению. Спасибо.
Вот мы рассказали об еще одном волонтерском движении в республике, которые на сегодняшний день продвигают такие понятия, как патриотизм, воспитывают в подрастающем поколении дух вот этой вот гордости за своих ветеранов, за наше прошлое. Ну а к этому часу у меня все. Кристина. Саргалана, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Саргалана Неустроева. Мы продолжаем. Госкорпорация «Роскосмос» планирует предложить космическим туристам туры с облетом Луны после 2030 года. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что первый полет российского лунного корабля «Орел» в беспилотном режиме запланирован на конец 2023 года с космодрома «Восточный». Во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году «Орел» выполнит второй полет тоже без космонавтов с последующей стыковкой со станцией. А в 2028 году он должен совершить пилотируемый облет Луны. Мощный шторм обрушился на Великобританию, рассказывает Никита Конев. Шторм Барра обрушился на побережье Великобритании, принеся с собой сильный ветер по всей береговой линии. На этих кадрах, снятых очевидцем, видно, как волны обрушиваются на пирс в Аберстуите, Уэльсе, раскачивая перила и едва не смывая припаркованные автомобили. Экстренные службы призвали жителей прибрежных районов покинуть возможные зоны затопления. Метеорологическое управление королевства еще в воскресенье объявило о желтом уровне погодной опасности по всей Великобритании. Порывы ветра в выходные в некоторых регионах превышали 38 метров в секунду. Синоптики предупреждают о возможных отключениях электроэнергии и закрытиях дорог. В конце ноября шторм Арвин оставил десятки тысяч человек без света по всему государству. Японский предприниматель-миллиардер Юсаку Маэдзава и его ассистент по бизнесу, видеорежиссер Йоза Хирана, в среду отправились на МКС с космодрома Байконур. Они стали первыми в истории космическими туристами из Японии и первыми за 12 лет туристами, отправленными на МКС Роскосмосом, рассказывает Артем Сторонов. Роскосмос впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов. В среду с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2-1А» с пилотируемым аппаратом «Союз МС-20», на борту которого находились российский космонавт Александр Мисуркин, а также японский предприниматель-миллиардер Юсаку Маэдзава и его ассистент по бизнесу, видеорежиссер Йоза Хирана. Маэдзава и Хирана стали первыми в истории космическими туристами из Японии. Мужчины проведут на борту МКС 12 дней. Они будут участвовать в научной программе, а также выполнять задания из списка «100 вещей, которые вы хотите, чтобы Маэдзава сделал в космосе», которые миллиардер собрал через специально созданный интернет-сайт. В частности, он планирует сыграть в бадминтон с Александром Мисуркиным. Помощник бизнесмена будет снимать все происходящее на камеру и выкладывать на YouTube. Жители Токио, опрошенные журналистами Рейтер в среду, рассказали, что завидуют 46-летнему предпринимателю. Он первый космический турист из Японии, и я очень горжусь им. Он очень храбр, потому что не факт, что он вернется домой живым и невредимым. Это большой риск, и я желаю ему успеха. Он богат и прекрасен, обычные люди не способны на такое, но он стал первым космическим туристом из Японии, и я ему завидую. Он явно заплатил кучу денег, чтобы полететь на МКС. Мне интересен космос, поэтому я ему завидую. Я не могу найти столько денег, поэтому я просто завидую ему. Как ожидается, Маэдзава и Хирана вернутся на Землю 20 декабря. Соревнования по футболу для людей, имеющих проблемы со зрением, стартовали в минувшие выходные в Мехико. Чтобы уравнять игроков, все они, за исключением вратарей, должны во время игры носить повязки на глазах. Повязки на глазах и специальный мяч. В Мехико в минувшие выходные стартовал турнир по футболу, в котором принимают участие почти исключительно игроки, полностью или частично лишенные зрения. Командам разрешено иметь только по одному видящему человеку – это вратарь. Игра адаптирована под нужды участников. Например, мяч при ударе издает гремящий звук, чтобы игроки знали, где он находится, а поле огорожено забором, чтобы он не улетел.
В остальном же требования к участникам соревнований ничем не отличаются от тех, что предъявляются к обычным футболистам. Диета, тренировки, физическая подготовка. По словам одного из игроков, футбол вслепую помогает ему и в обычной жизни. Футбол помогает обходить препятствия перед тобой. Например, ходить по центру города незрячим практически невозможно, но футбол помогает развить другие чувства. По данным организаторов турнира, в Мексике проживает около 2 миллионов человек, имеющих проблемы со зрением, и эти соревнования помогают им почувствовать себя причастными к миру спорта. Футбол вслепую входит в программу Паралимпийских игр с 2004 года. Вернемся к новостям нашего региона. В Якутии за сутки выявили 242 новых случая коронавирусной инфекции. В Якутске 100 заболевших, в Нерюнгринском районе 25, в Алданском 17, в Мирнинском 13, в Хангаласском 11. Еще в 16 районах республики выявили от 1 до 10 случаев заболевания COVID-19. За сутки лабораториями республики проведено 4458 исследований. Университет Гонконга опубликовал первое изображение штамма коронавируса омикрон, полученное при помощи электронного микроскопа. Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать микрофотографию клетки почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом. Как пояснили исследователи, при малом увеличении видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности. Напомню, омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в последних числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Функциональные протезы от компании «Моторика» получат еще 20 якутян в следующем году в рамках сотрудничества с правительством республики по программе «Новое качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья». Якутия сотрудничает с резидентом инновационного центра Сколково на протяжении 3 лет. В этом году протезами обеспечили более 50 якутян. Важным направлением совместной работы станет развитие реабилитационной помощи для пациентов, которым показано протезирование верхних конечностей, в том числе детей, сообщила вице-премьер Якутии Ольга Балабкина. Так, для пациентов с протезами организуют специальное обучение в реабилитационных центрах республики. Якутская мать-героиня Айталина Максимова родила 14-го ребенка. Новорожденную назвали Миланой. Теперь в семье 8 мальчиков и 6 девочек. Старшей дочери 22 года, а младшей всего год. Родом многодетная мать из Сунтарского района, но живут Сергей и Айталина в Сырдахе. Малышей в детсад семья не отдала, считают, что домашнее воспитание лучше. Старшие дети присматривают за младшими. Сейчас мама с ребенком еще находится в перинатальном центре Якутска, а вот завтра ее ждет выписка. У нас 8 мальчиков, 6 девочек. Очень богатая семья у нас. Дети тоже все учатся, хорошо учатся. Дети в шоке сначала. Опять будем рожать там, мама. В Якутии продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом среди детей. Показатели превышены более чем в 2 раза. Об эпидобстановке в Нерюнгринском районе мы узнаем у Екатерины Павловой, которая выходит с нами на прямую связь. Екатерина, добрый день, вам слово. Добрый день. Прошла уже неделя, как в Нерюнгринском районе среднее звено школьников перешло на дистанционное обучение. Это было связано с тем, что увеличилась респираторные инфекции, заболеваемость респираторными инфекциями, а также коронавирусной инфекцией. Кроме того, было ограничено очное обучение в дополнительном образовании, а также отменены все массовые мероприятия. Изменились ли показатели за прошедшую неделю, мы узнаем у главного санитарного врача района Сергея Воробьева. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые жители района.
республики. Ситуация в целом по району у нас, к сожалению, пока сильно не изменилась, и заболеваемость как респираторными инфекциями, так и новой коронавирусной инфекцией осталась примерно на прежнем уровне. Общий уровень заболеваемости по респираторным инфекциям остался в пределах 860 случаев в неделю, и коронавирусная инфекция в пределах 200 случаев в неделю лабораторно подтвержденных. Заболеваемость среди детского населения также пока остается на уровне предыдущей недели и оценивается в пределах 50 человек в неделю. Поэтому как бы сказать о реальном эффекте перевода на дистанционную форму обучения среднего звена общеобразовательных учреждений пока еще, конечно, рано, и основная оценка будет проведена уже по итогам вот этой второй недели. Ну и однако определенные моменты как бы действительно имеют место быть. Если у нас до введения ограничительных мероприятий было переведено на дистанционную форму обучения 24 класса с общим количеством детей 550 человек, то за прошедшую неделю у нас уже количество классов, переведенных на дистанционную форму обучения, было всего 15, и 340 человек в этих классах обучались. Та же самая картина, в принципе, наблюдается и по дошкольному звену образовательному. Здесь примерно количество отстраненных групп и количество отстраненных детей, оно также примерно снизилось наполовину. Следует отметить то, что основная форма заболевания, основные, так сказать, очаги, это все-таки очаги семейные, когда заболевает, как правило, взрослый человек, а такое действительно чаще всего наблюдается, он уже заражает всех своих домочадцев, и у нас, как правило, домашний очаг полыхает в полном объеме. Так вот недавно рассматривали 2 очага, в которых взрослый человек заболевает, приходит домой, и в итоге 2-3 ребенка, которые находятся в этом очаге вместе с супругом, они также отправляются на больничный лист уже с лабораторно подтвержденными заболеваниями коронавирусной инфекцией. Поэтому ситуация в целом сейчас оценивается по-прежнему как напряженная. Те ограничительные меры, которые были введены по Нерюнгринскому району, они продолжают действовать, в том числе и на проведение всех массовых мероприятий. Проведение любого массового мероприятия может выполняться только по согласованию с оперативным штабом района с учетом оценки эпидситуации в районе. Ну и с учетом, конечно, тех ограничений, которые введены именно в Нерюнгринском районе. То есть пока это еще остается 50% загрузка зрительных залов в культурных учреждениях и проведение спортивных мероприятий без участия зрителей и только при наличии сведений об наличии вакцинации у участников и сопровождающего персонала данных мероприятий. Спасибо большое, Сергей Александрович. А мы пожелаем всем беречь свое здоровье, не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться в медицинские организации. Спасибо. На прямой связи из Нерюнгри с нами была Екатерина Павлова. Перейдем к другим темам. Пожар произошел в 4-этажном жилом доме накануне в столице республики по улице Можайского. На момент прибытия первого подразделения внешних признаков возгорания не наблюдалось. Эвакуировано 11 человек, из них 4 ребенка. В результате пожара пострадавших нет, огнем повреждена электрощитовая в подъезде. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводов. В Якутии появится 380 тысяч гектаров нового леса. Почти треть площадей лесовосстановления до 2025 года приходится на республику. В среднем в ближайшие 3 года ежегодно объемы на Дальнем Востоке будут увеличиваться примерно на 30 тысяч гектаров ежегодно. В следующем году планируемый объем 298 тысяч гектаров, в 2023 году 326,5, а в 2024 году 359 тысяч гектаров. В целом по объемам планируемого
реализуемого лесовосстановления дальневосточные регионы занимают второе место, уступив только Сибири, рассказал руководитель регионального ведомства Игорь Гречин. Основными лесообразующими породами являются кедр, дуб и сосна. Существует два разных способа – искусственный и естественный. На последний на Дальнем Востоке приходится 90% плановых площадей. В Якутии выполнен план по подключению социально значимых объектов к высокоскоростному интернету. Всего ввели 661 объект в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу решить проблему последней мили. В населенных пунктах, где есть доступ к высокоскоростному интернету, такая возможность должна быть у каждого жителя, отметил руководитель региона. За 3 года реализации нацпрограммы связь провели в 93 отдаленных населенных пунктах республики. Построено 3000 километров волоконно-оптических линий связи, а также более 450 спутниковых станций. Также установлены узлы связи, коммутаторы и криптомаршрутизаторы. Якутия вошла в 20-ку регионов-лидеров по количеству новых предпринимателей. Так, с начала года их появилось свыше 7000. На Сахалине, в Магаданской области, Якутии и Камчатке основной рост бизнеса связан с развитием промышленности, добычей полезных ископаемых, открытием новых обрабатывающих предприятий и промыслов. Всего на ноябрь этого года в Якутии числится 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Лидером по количеству новых предпринимателей стала Москва. Смарт-библиотека Якутска выпустила серию коротких мультфильмов по финансовой грамотности, которые учат считать деньги. На сегодняшний день для просмотра уже доступно 6 выпусков. Как создавался проект и какова его значимость для обучения детей, расскажет Дмитрий Тымыров. От идеи к проекту. Простое желание обучить детей финансовой грамотности выросло в целый проект. Так, над созданием короткометражного мультфильма работает целая команда молодых специалистов смарт-библиотеки города Якутска. Мы выпуском производства мультфильма «Финансики» начали в марте этого года. Это была сначала просто идея, никто из нас не знал, как это все реализовывать. И наши библиотекари, наша смарт-библиотека начала изучать эту тему, программы, через которые можно было бы все это анимировать, подготовить. Да? И вот с нуля, получается, мы начали писать сценарии для детей, а потом уже перешли непосредственно к самой анимации. И на сегодняшний день выпущено 5 таких серий по финансовой грамотности. Молодым специалистам помогают и дети, которые посещают смарт-библиотеку. Так, озвучкой главных персонажей мультфильма занимается Ариана Адамова. Именно ее голосом говорит белочка Белла. Я ходила на кружок актерского мастерства, и мне предложил педагог. Я согласилась не сразу, но потом поняла, что мне это нравится. И вот сейчас я озвучиваю. А вообще, насколько сложно озвучивать вот такие персонажи, какие-то эмоции передать и так далее? Ну, это довольно сложно, но если научиться там, тогда да, легко получается. По словам педагога, по актерскому мастерству детям действительно сложно вживаться в роль. И только специальные упражнения и тренинги помогают им расслабиться и добиться больших результатов. Передать эмоции вот через голос труднее всего. Да, поэтому вот пытаемся через пластик вот это передать, ну, чтобы зрителям ощущалась вот эта энергетика. Вот поэтому придется как-то с помощью движения, да, взглядов, не просто голосами, а вообще всем телом как-то передать роль. В этом году коллектив благодаря своему проекту стал обладателем гранта одного из банков Якутии и закупила новое оборудование и специальные программы. И сейчас их контент стал еще более качественным, а время для создания мультфильма сократилось. В анимации я вот работаю впервые. Это мой первый опыт, получается. Мы работаем с прошлого года. У нас уже вышло 6 серий финансиков. Работаю над 7-м выпуском. И работа длится у меня месяц. По сценарию я делаю анимации. Да. Сперва в прошлом году начала делать персонажей. Потом уже через 2 месяца мы, получается, уже анимировали и опубликовали на нашем YouTube-канале.
Буквально на днях молодые аниматоры готовят к выпуску 2 серии «Финансиков». А в будущем команда смарт-библиотеки готовит показать еще ряд проектов. Это мультфильм, который поможет детям изучать родной якутский язык, и приложение «Игра для финансовой грамотности». Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Сегодня отмечается Международный день художника. Ленская школа искусств организовала выставку «Мир, придуманный нами» в Краеведческом музее. 32 участника выставки покажут свой мир не только педагогам и ученикам художественного отделения, но и всем жителям Ленска. Какой он мир юных художников, разбирались наши коллеги. Черные коты на ярких грибах, гуляющие необычные персонажи, радуга, разливающаяся в цветную реку – это не сюжет фантастического фильма, а конкурсные работы учеников художественного отделения детской школы искусств. Работы готовили ко Дню художника. В этом году тема свободная – «Мир, придуманный нами». Жюри выбрало 32 работы из 102. Выбор всегда сложен, потому что дети есть дети. Кто-то лучше рисует, кто-то немножко по-своему воспринимает этот мир, тот, который они придумали, тем более, что это их мир. Поэтому, конечно, сложнее будет оценивать. Педагоги школы искусств отмечают, мир младшей группы отличается от фантазий старших. Первые пишут по-детски наивно, вдохновляются мультфильмами, компьютерными играми, переживаемыми эмоциями. София Тагоева, ученица младшей группы, на занятии рисует вполне реалистичный натюрморт, но для конкурса погрузилась в мир фантазии. Пейзажная работа «Мир летающей еды» не могла остаться незамеченной. Я нарисовала волны и еду летающую. Это я сделала так, что когда будет в будущем наводнение, вот это все, то люди же не смогут пойти в магазин и купить. Еда сама будет к ним прилетать. Ученики старшей группы тоже любят пофантазировать, но у них больше художественных навыков. Правильно выстроенная композиция, перспектива, детализация предметов. Поэтому им легче донести задумку своей работы. Я изобразила на ней будущее. Мне очень нравится эта тема, так как это реальность, и это будет через несколько лет, и на ней именно у меня ночной город, и он весь светится. Чтобы развивать фантазию и совершенствовать технику рисования у детей, художественное отделение ежегодно проводит по 3-4 выставки. Чем чаще ученики участвуют в конкурсах, тем выше их уровень мастерства. Педагогам выставки помогают найти одаренных детей и поддержать их. Валентина Фирстова, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Демонстрационный экзамен WorldSkills стартовал сегодня в Якутском медицинском колледже по программе федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Экзамен сдают слушатели отделения дополнительного профессионального образования в количестве 220 человек. На прямой связи со студией моя коллега Марферина Алексеева, она присутствует на экзамене. Марферина, приветствую. Расскажи подробнее о проекте. Кристина, приветствую. Мы сейчас находимся в одной из 10 площадок, на которых сегодня и завтра будут проходить демонстрационные экзамены. Вообще программа действует в медколледже именно с июля этого года, и по этой программе обучилось уже более 300 человек. Сейчас мы подробнее об этой программе и о том, какая категория граждан может обучаться бесплатно по этой программе, поговорим с Анастасией Степановной. Здравствуйте. Здравствуйте. Согласно федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография», 220 слушателей Якутского медицинского колледжа сегодня сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия. Этот проект действует в колледже у нас с июля 2021 года. Всего обучилось 360 слушателей по категории пенсионеры, предпенсионеры, мамы молодые до 3 лет, мамы, имеющие детей до 7 лет, не работающие. Компетенции у нас медицинский социальный уход, лабораторный медицинский анализ и эстетическая косметология. Я хочу отметить, что демонстрационный экзамен – это проверка знаний, умений и навыков слушателей и готовность
профессиональной пригодности к будущей деятельности в соответствии с ВГОС и в соответствии с WorldSkills Россия. Я хочу отметить, что компетенция лабораторный медицинский анализ в этом году стала специализированным центром компетенций. Это означает то, что все слушатели по всей России могут пройти профобучение и дополнительное профессиональное образование по данному направлению. Также хочу отметить, что все желающие могут пройти профессиональную подготовку, получить профессиональное образование не только в стенах нашего колледжа, в мастерских нашего колледжа, но и на месте своего жительства, то есть по заявкам центральных районных больниц или муниципальных образований. Медицинский колледж, эксперты медицинского колледжа могут выехать на места в районы Республики Саха-Якутия и обучить всех желающих по данным компетенциям. Еще раз хочу подчеркнуть, это медицинский и социальный уход, эстетическая косметология, лабораторный медицинский анализ. Да, действительно, мы сейчас обошли там, прям, не знаю, несколько этажей, все очень забиты, да, прям людьми. Это что хотелось бы узнать, что актуально? Самая какая актуальная компетенция, профессия, по которой прям у вас много учащихся? Но я хочу отметить компетенцию медицинский и социальный уход. Она наиболее востребована на сегодня, тем более в период пандемии COVID-19. Это у нас направление сиделка, сестринское дело и младшая медицинская сестра по уходу. И вот именно эти слушатели, получив образование, идут в больницы по уходу за больными с ковид. И за больными вообще во все отделения больниц, стационаров. Также вторая компетенция, наиболее популярная, это эстетическая косметология. Она популярна тем, что есть направление косметик, маникюрша. Вот. То есть наши слушатели могут устроиться в косметологические салоны и также работать как индивидуальный предприниматель. Спасибо вам большое за подробную информацию. Ну, а я хочу отметить, что данный проект реализуется не только в медколледже, а почти во всех колледжах Республики Саха-Якутия, даже с ВФУ. И будет реализовываться до 2024 года, что позволит еще большему населению обучиться по данным компетенциям. А на этом у меня все. Кристина. Марферина, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Марферина Алексеева. О датах и событиях сегодняшнего дня смотрите далее. На календаре 9 декабря. Сегодня отмечают День Героев Отечества, Международный день борьбы против коррупции, День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России, День рождения компьютерной мыши, День грузчика, День рождественской открытки, День кондитерских изделий, День рождения Оли Лукойе. Народный праздник посвящен годовщине освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве. В народе этот святой считался повелителем волков и охранником скота. Ему молились, чтобы дикие звери не нападали на домашних животных. Хозяйки в этот день выпекали печенье в виде коней, которые относили в поле. Также в этот день те, кому предстояло длинное путешествие, молились об удачном завершении пути. Чтобы предсказать погоду, люди наблюдали за водой в колодце. Если она была спокойной, то ждали теплую зиму. Рябь на поверхности предвещала вьюги и метели. События в этот день. В 1836 году состоялась первая постановка оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя» Иван Сусанин в Петербурге. Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал усовершенствованную версию роликовых коньков. Американский изобретатель Дуглас Энгельбарт на конференции в Сан-Франциско представил первую в мире компьютерную мышь. В этот день было возобновлено издание газеты «Коммерсант». Впервые отмечен Международный день борьбы с коррупцией. В Лондоне окончилась эксплуатация рутмастеров, знаменитых двухэтажных красных автобусов. В этот день родились Джон Мильтон, английский поэт, мыслитель; Клод Луи Бертоле, французский химик; Петр Кропоткин, русский анархист, географ, историк; Александр Иванов, советский поэт, публицист, пародист, сатирик и телеведущий; Михаил Петровский, советский и российский ученый, востоковед, исламовед, академик; Джон Малкович, американский актер, продюсер и режиссер;
Именины сегодня отмечают Ян, Яков, Юлиан, Тихон, Петр, Николай, Назар, Михаил, Иннокентий, Илья, Иван, Егор, Даниил, Георгий, Василий, Афанасий. В конце выпуска о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня весь день снег, температура воздуха минус 7 градусов. Ближе к ночи ожидается минус 21. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду. В Нерюнгри минус 10. Давление составляет 691 миллиметр ртутного столба. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 26 градусов. В Ленске сегодня минус 17. Идет снег. Ночью минус 18 градусов. Ветер от 5 до 13 метров в секунду. В Мирном также весь день снежно. Днем температура воздуха минус 24 градуса, ночью минус 24. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. И в столице республики тоже сегодня весь день будет идти снег, минус 30 градусов. Вечером минус 31, ночью минус 32. Ветер от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 751 миллиметр ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале. Еще больше новостей на наших сайтах. До встречи в эфире.